на Сантьяго Бернабеу. На исходе первой минуты Торрес открыл счет тогда после передач партнера. А здесь после грубейшей ошибки обороны каталонского клуба. И все начинается сначала. Но с небольшим преимуществом Барселоны. Если Барса здесь забивает, то тогда уже Атлетико предстоит забить еще два, чтобы выйти дальше. Очень быстрый гол. И смотрим, как это произошло. Большой привет Маскерану и компании. Длинный пас вперед. Здесь Маскерано не виноват. А вот здесь очень легко себя аргентинец дал обыграть. Но как же феерично сыграл Фернандо Торрес. Смотрите, первым касанием мяч обработал. Вторым элегантно себе убирает на свободное место и бьет неотразимо бильярдным ударом в дальний угол. Здесь уже и Тер Штеген не в помощь Барселоне. Да и даже если бы Клаудио Браво занимал ворота у Барселоны в этой встрече, гола бы не миновать. Вот так вот неаккуратно играет команда Луиса Энрике на первой минуте встречи. И Атлетико быстро восстанавливает статус-кво. Эль Ниньо. Ракитич. Передача вперед. Валит Хуанфран откровенно и умышленно на газон Неймара. Пока без желтой карточки. Не кровожаден, не жесток Хесус Хиль Мансана. Может быть, из-за своей молодости, может быть, еще и из-за своей неопытности и такого ненакопленного авторитета. Еще ни разу в этом сезоне Хесус Хиль Мансана в рамках чемпионата Испании никого не удалял. Он любитель ставить мяч на 11-метровую отметку. По-моему, за 9 или 10 проведенных встреч он 7 раз указывал на точку. Но вот, чтобы кого-то удалить, может быть, духу не хватает. Эта игра еще одно настоящее испытание и экзамен для 30-летнего арбитра. Штрафной теперь уже поближе к воротам. Снова Ракитич, снова подача. И в дальний угол. Но здесь Облако переиграть не удалось. Облак в трусах, а не Облако в штанах, как у Владимира Владимировича Маяковского. Хороша была подача Ивана Ракитича. И первый угловой фланг атакует хозяева. Ох, как здорово. Финтом сейчас Фернандо Торрес убирает с пути соперника. Грисман не удалось перекинуть мяч через Пике. Но Торрес чувствуется на кураже. И здесь великолепно играет Месси. Передача вперед. И в центре один Неймар. И выход 1-1. Решай, Неймар. И 1-1. Получите и распишитесь. Редкий случай, когда Атлетико вот так вот позволяет себе ошибиться в центре обороны. И дали спокойненько развернуться Суаресу. И он какую передачу выпилил на Неймара. А Неймар сейчас хороший. У него, конечно, процент реализации таких моментов очень и очень высок. 1-1. И вот теперь уже со стопроцентной уверенностью говорим, что никакого дополнительного времени не будет. Это кино мы с вами посмотрим в том хронометраже, который отведен обычным футбольным матчем. Суарес хорош. Вся латиноамериканская тройка нападения здесь поучаствовала. Посмотрите, как развернулся Суарес. Удобно себе мяч подработал и своевременно Неймару на ход. И Неймар удобно себе дальше, чтобы не загнать под нулевой угол, практически мяч прокидывает. Уже опускает голову и понимает, куда он бить. И точненький удар под опорную ногу Яну Облаку. Несмотря на почти свой 2-метровый рост, Яну Облаку ему тяжело было сложиться. И удар этот парировать. 1-1. И так же, как Фернандо Торрес, правда, там от штанги. Удар неимоверной точности. И здесь Неймар был прекрасен. Нет, это был не Грисман, это был Фернандо Торрес. Он выиграл воздух, скидывал мяч. Но получилось не очень здорово. Посмотрите, как удачно ввел мяч в игру. Момент у Неймара. Он забивает, но этот гол не будет засчитан. Тер Штеген как великолепно мяч в игру вел, да, сильно увидел, что Неймар выигрывает в позиции и выигрывает по скорости у защитника. Как-то авантюрно, да, Атлетико решил сыграть. Вот так 1 в 1, оставив Неймара с Габи. Спорно, но стартовал Неймар с чужой. Одна из таких авторитетных израильско-английских трейдинговых компаний, которая заключила долгосрочное соглашение с Атлетико. Ну и по-прежнему очень продуктивным выглядит сотрудничество
с шейхами, которые перекусили двух испанских грандов, Реал и Барселона. Дошло даже до того, вы знаете, что Реал продает название своего легендарного стадиона. Он теперь будет уже называться не Сантьяго Бернабеу, а Абу-Даби Бернабеу. Конечно, чудовищно звучит, но что не сделаешь ради денег. Опа! Этот момент для международной панорамы. Так вот неаккуратно махнул рукой и сказал: поехали. Арбитр, помогающий. У меня есть определенное мнение, суждение на сей счет. Посмотрим, чем закончится этот стандарт. Гризманн, подача. Не удается. Как-то пытался по кривой змеиной траектории мяч внешней стороны стопы сухим листом отправить Гризманн в ворота. Может быть, просто мяч свалился. Но все контролировал Тер Штеген. И все прекрасно видел. Вот в первой игре на Камп Ноу Барс на угловых. Может быть, не настаивает. Неплохо. Секейра. Секейра против Пике. Но подавать-то особо некому. Секейра идет дальше к лицевой. Подача. Вот это здорово! И попади как следует по мячу. Акцентированно и сильно Антуан Гризманн. Не факт, что смог бы здесь выручить свою команду. Ну, как говорилось в одном известном мультике. Хуанфран, там штрафной, лежит игрок Атлетико. Хуанфран пошел вперед и пенальти! Вот это да! Смотрите, как Хуанфран радуется и доволен, а? Хуанфран тут же пошли с ним обниматься Марио Суарес и ласковые слова шептать ему на ухо. Хавьер Маскерано получает желтую карточку. Мы дождемся повтора. Не будем пока категоричны и выставлять оценки этому эпизоду. Многие игроки Барселоны посчитали, что сейчас будет мяч выбит, потому что там лежал Арда Туран, но пошел смело Хуанфран. Во-первых, за штрафной. Однозначно за штрафной. Большой привет Хилио Мансана. Я же говорил, что он любитель раздавать карточки, но не красные, и ставить точки. Ну, вот здесь фол, возможно, был, и скорее всего он был, потому что в мяч не сыграл Маскерано, но нарушение было однозначно за штрафной площадью каталонцев. На исходе получаса игры Атлетико зарабатывает право на пенальти. Рауль Гарсия. У мяча Марк-Андре Тер Штеген с великолепной реакцией. Голкипер, выступавший ранее за Мюнхен-Гладбахскую Боруссию. Рауль Гарсия. Удар! Тер Штеген чуть-чуть не дотянулся до удара. Слишком хорош был этот выстрел в левый от себя угол от Рауля Гарсии. Радуется, беснуется там у кромки поля. Диего Симеоне, и Атлетико снова выходит вперед, но этого мало. Этого мало. По сумме двух матчей счет становится 2-2, но гол, забитый на чужом поле, дает преимущество, конечно, каталонцам. Пенальти не было. На мой личный взгляд, пенальти не было, и допустил, конечно, грубейшую ошибку здесь 30-летний арбитр. Бускетс. Поле и непосредственной близости от своей штрафной. Момент! Ракитич! Ах, как сейчас Иван развернулся. Какой пас ему сделал из глубины. По-моему, это был Андрес Иньеста. Болельщики Барселоны. Это, кстати, не болельщики, которые приехали из Барселоны. Нет, это Дани Алвес сделал. Иньеста очень грамотно ушел от мяча, все чувствуя и понимая удар Ракитича. Рикошет от ноги Хосе Мария Хименеса. Сразу два таких шлагбаума закрывались перед Ракитичем. И один помог Атлетико. Еще один угловой. Подача. Бускетс и гол! Гол, 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 гол! Забивает Барселона. С углового счет становится 2-2. Серхио Бускетс. Пошла свара, заруба. Бородатый Туран. Бородатый Туран. И Ракитич голевую передачу. Так это в свои ворота, оказывается. Это не Бускетс, это Жуан Миранда. От его ноги мяч влетает в ворота. А Бускетс, опережая Марио Суареса, сбрасывал на дальнюю штангу. И
Там, видите, какая была кусачая борьба между Суаресом и Мирандой за этот мяч. Ну и не безгрешна оборона Атлетико Мадрид. Сверхнасыщенный результативный первый тайм в этой встрече. Он в заявке. Хави, Рафинья и Педро. Секейра входит в штрафную. Передача. Момент. И что, судья? Удар с правой ноги. Очень тяжелый момент для Гризманна. Но он сумел так в полулет этот мяч поймать. И пробил точно в Жорди Альбу. Там непонятно, была ли игра рукой или нет. Альба уже здесь. И Барселона! 3-2! Неймар делает дубль. И вот вам ответочка, пожалуйста, прилетела. Ух, сколько разговоров будет. 5 мячей за тайм. Вот это игра. За что мы любим испанский футбол? Это Испания, детка. Ах, какая игра. Какие команды, какие скорости, какие моменты. Гризманн пришел на аудиенцию к арбитру. Но попал в руку, да, в локоть попал Жорди Альбе. Гризманн, ну посмотрите, Альба, вот здесь сейчас, вы посмотрите, какое он ускорение сделал. Он не стал спорить, он не стал возмущаться, он побежал. Догнал Месси, перегнал Месси. И сделал голевую передачу. А Неймар забил один из самых легких мячей в своей жизни. Можно понять возмущение игроков Атлетико. И при большом желании пенальти здесь поставить можно. Хотя с близкого расстояния уворачивался от мяча. Вот это расстояние, так называемое, не игровое, да, может быть, или игровое, я даже не знаю, как тут сформулировать. Но гол-то был прекрасен, все разыграли замечательно. Но вот куда бы... Но, вспоминая уже поставленный пенальти, в ворота шло в первом тайме, нам надо не просто моментально переварить. 3-2. Кто бы мог подумать, что первый тайм закончится с таким счетом и получится таким результативным. По сумме двух матчей 4-2 в пользу Барселоны. И... Ох, смотрите, что происходит, да? Фернандо Торрес счет открыл. Счет сравнял Неймар. Потом вывел вперед Атлетико Рауль Гарсия, с пенальти которого не было. В свои ворота мяч Атлетико забил, отличился Миранда. А третий гол у Барса забил Неймар после моментальной молниеносной контратаки. Посмотрите, что происходит. Но я попрошу коллег пока не убирать эту картинку. Интересно же, что там за споры. Херман Бургос со своим соотечественником Маскерану выясняет отношения. Тут еще и помощник Луиса Энрике с Раулем. Сумасшедшей поддержки 5000 болельщиков на своей уютной арене будет принимать чемпиона Испании. Фернандо Торрес. Подача. Бускетс выиграл воздух. Кани. Удар Кани. Потрясающе играет Тер Штеген. Ах, как Кани сейчас приложился. И Тер Штеген так поднял мяч после того, как сумел его отбить над собой. И браво Бускетс. Он подстраховал своего голкипера. Пошел. Нет, это не Бускетс, прошу прощения, это Пике. Он перевесил и Тер Штегена, и Фернандо. Здорово! Неймар, Месси под левой! Месси из 15 случаев 14 бьет в дальний угол. Вот сейчас решил перехитрить вратаря, но Облак на это не повелся. Хороша была атака по центру, и Месси пробил слабенько в надежде, что будет заваливаться в дальний угол Облак. Но словенец реагирует зрелой и уверенной игрой. Месси! Месси, передача, Иньеста! Не удается в ближнем бою переиграть Облака. Подхватывает мяч Педро. Удар в ближний угол. И здесь Облак хорош. Смотрите, вот в первом тайме, когда бил Неймар, Облаку тяжело было среагировать, тяжело было сложиться. Но вот сейчас дважды он был хорош. Конечно, подкосил Облака первая игра за Атлетико против Бенфики, против Олимпиакоса в Лиге Чемпионов. Против Бенфики он не мог играть, потому что он пришел как раз из Бенфики. Против Олимпиакоса, когда он пропустил 3, и так, его вина была серьезным, особенно там в одном мяче.
Это только желтых выписал Хиль Мансана. Месси. Ой-ой-ой, Марио Суарес, давай, до свидания. У него уже была карточка. Давай. Все. Как говорил Алексей Андронов в адрес Марио Балотелли. Помните, в матче Интер-Рубин. Вон один. Ну, Марио Суарес некрасиво сыграл. Сейчас откровенно спалил. И Атлетико уже заканчивает этот матч. Ну, смотрите. Можно и травму серьезно нанести. Причем видно было, что Суарес проиграл уже эпизод и умышленно. Хлеб ешь? Не понимаю. Месси. Подача. Ну, демагогией тут заниматься уже на ночь глядя не собираюсь. Месси пробил неплохо, но точно в руке Ян Облак. Минута отделяет. Плюс, я не знаю, что там Хиль Мансана компенсирует Барселону от выхода в полуфинал. И Барса в ожидании соперника по полуфиналу им, скорее всего, станет Вильяреал. Тоже хорошая будет яркая вывеска. И так может получиться. Надо посмотреть по календарю. Если сейчас 1/4, то когда там полуфинал? Это был шикарный матч. Потрясающий по своей драматургии и насыщенности в первом тайме. Но